Йога – выдатный заняток для того, каб здабыць гармонию з уласным телом. Бо, як сказаў психолог проекта Міклай Рапіншук, свое тело трэба любіць і ўмець з ім дамаўляцца. Менавіта на заняткі йогой і адправіліся удзельнікі народнага реалити-шоу. Особенность йоги вообще в целом то, что она универсальна и подходит каждому, независимо от физических возможностей текущего состояния, комплекции, возраста. Акрамя того, что йога дапамагае пацягнуць здароўе і здабыць унутраную гармонию, рашэнне правесці сумесныя заняткі было прынята яшчэ для того, каб павялічыць нагрузкі удзельнікаў, таму што губляць вагу яны сталі больш павольна. Але, як сцвярджае дыетолог Валентина Машэнская, гэта натуральная рэакцыя арганізма. Нарушенный обмен веществ не так просто восстановить. И не так просто заставить организм терять массу тела. Организм начинает хитрить при снижении рациона питания, он начинает экономить, и поэтому человек вроде бы питается меньше, но вес не теряет. И поэтому нужны довольно интенсивные физические нагрузки, которые встряхивают организм, заставляют его реагировать и заставляют его расходовать энергию за счет жиров. Александр Лобыч, например, цяпер навучыўся харчавацца правильно и, як рэкамендаваў дыетолог, у трэнажорнай зале працуе по максимуму и не грэбуе промежковыми приемами ежи. Из перекусов в обязательном порядке это кисломолочные продукты, это могут быть кефирные напитки, йогурты, творожки. Все, конечно, не жирное, где-то 1,5–2%, хотя творог я себе позволяю и 5%. То есть, в принципе, это те продукты, которые быстро усваиваются, не приносят какую-то тяжесть внутри желудка и да, дают такую реально сытость. Однако не все удзельнікі добросумленно выконваюць дыету и тренировальный процесс, тому у тренеров и ведущих проекта узник шэраг пытанняў. Я слышу от очень многих, и в том числе члены команды, это говорили о том, что вы почему-то, получается, не работаете, тренер не даст соврать, вы расслабляетесь. У вас, если все остальные работают на тренажерах, то вас надо подталкивать. Возникает у меня вопрос, зачем тогда, что, для чего это делается, я не понимаю вас. А хотите ли вы занимать то место, которое здесь занимаете, или вам не нужно? Хочу. Ну а в чем тогда проблема? А вы не думаете о том, что, может быть, и тяжело с большим лишним весом делать то же самое, что люди делают с меньшим весом? Пасля конструктивной критики зноў сустрэча с психологом Миколаем Рапіншуком, які мотивує рухаться далей. Мы им сделали хорошую мотивацию, внутреннюю, бессознательную. То есть мы показали им, что их ждет, когда они обретут стройность, что их ждет молодость, легкость. Все эти плюшки, так сказать, позитивные. И сейчас им осталось еще на бессознательном уровне переделать их поведение пищевое, чтобы они научились радость получать не от сладкого, не от этого, нездоровой пищи, а от спорта, от фитнеса, от прогулок. Узровень мотивации подтягнули и далей за працу над собой. Ведущие уже подрыхтовали шмат новых выпрабаванняў. Ці змогуць з імі справіцца ўсе удзельнікі рэаліці, хутка даведаемся.